Друзья, всем привет! На календаре 3 января, за бортом 20 градусов мороза. И в первую очередь хочу поздравить, конечно, всех с Новым годом. Не получилось у нас прямого эфира в этом году, были причины, скажем так, не очень приятные. Ну, что скрывать, что есть, то есть. Умерла тетушка, похоронили. 25 декабря умерла, занимались всеми этими делами. В общем, как мы видим, все запущено. Влад приехал, свои палки он проверил уже. Созванивались. 5 небольших налимчиков попало. Тоже собирается подниматься. В общем, рыбалки никакой. Полное глухозимье. Ожидаются сильные морозы. И вот эти 7 палок на Ромином участке сегодня я подниму. Не знаю, будет, не будет ролик. Если что-то попадется, покажу. Нет, так нет. У меня так уже стерто 2 материала. 2 последние рыбалки, 2 последние проверки были безрезультативными. И я их просто не стал даже монтировать. Полностью убрал. Воду не стал показывать. Ну, посмотрим. Это если что-то будет, ролик будет. Если нет, то нет. Будем показывать то, что более-менее интересно. Поехали, посмотрим. Очень много наледи было на реке в связи с обильным снегопадом. Не знаю, сейчас просто откопаю, не откопаю. Взял лопату. Скоро после мороза будем заниматься другой рыбалкой. Поехали. Как мы видим, взял только ведро для рыбы, картонку, чтобы намотать. Ну и лопату. Сейчас посмотрим, замерзло, не замерзло. В принципе, последний раз закапывал. Было налить сильно. Не должно, нормально. Неделю, наверное, не проверял. Лунки не замерзли. Это хорошо. Не надо бежать за пешней. Живцов, тем более, у меня здесь уже нету. Палки оставим до весны. Сейчас я их подниму, леску смотаю. А палки не буду оставлять в воде, не буду оставлять на льду, чтобы их не примораживало. Ну, вот так вот наискосок поставлю, краешек на льду. И весной, когда будет тепло, поработаю немного пешней, будет готовая палка. Пробурю ледобуром лунку под 150 и поставим весенний продольник. Так, ну что, смотрим. Что-то было, что-то запутано. Вот такой вот 2 маленьких шпингалета. Один насаженный. Вот видите, да, друзья? Когда мне налим уже не нужен, я его отпущу. Пусть он плавает. И это будет просто налим со шрамом. Так что он послужил, свою службу сослужил. Как говорится, был живцом. Ну, крупный налим не проплывал. Значит, ему скажем спасибо, что поработал. Ну и отпустим. Пусть живет. Так, ну а с этим я не знаю, что делать. Он заглотил. Заглотил даже лутка. Не знаю, если выживет. Не выживет, попробуем отпустить тоже. Даже лутка, правда, но снял аккуратно. С тройником такое бы не прокатило. И отпускаем тоже. Живите, плодитесь. Дай Бог вам здоровья. Ушел. Все. Ну, а это все сматываем хозяйство. Вот так вот. Сейчас уберем. Это все смотаем. Сейчас покажу уже на одной палке, как я оставляю эти палки до весны. Сейчас, секундочку. Смотаю сначала. Так, сматывать буду потом. Вот еще с палки вот так вот. Вот так я вот делаю. На край, чтобы далеко не замерзало. И вот так. Вот так вот, вот так. Вот так вот. Блин, чтобы не соскользнуло, чтобы было, главное, не глубоко. Сейчас вот этот краешек замерзнет, закидает палку наледью. До весны это все вот так вот зарастет. В наледи немного. Будет где-то до сюда, наверное, наледи, не больше. Но это будет такой не плотный лед. Весной это просто под солнышком все растает. Немножко долблю, пробурю лунку. И весной здесь отпустим уже
весенний продольник на стежка. Но это мы увидим уже весной. Так что продолжаем подъем палок. В надежде все-таки на налимчика. Может быть, что-нибудь да будет. Если будут такие же живцы, возможно, если рядом, может быть, проплывал трофейный, может быть, что-нибудь да будет. Посмотрим, там видно будет. А это мы хозяйство все будем сейчас наматывать на картонку. А дома уже как просохнет, все намотаю на основной мотовилец. Как-то вот так. Встречаемся на следующей палке. Так, ну что, вторая палочка. Даст нет нам печора новогоднего налима. Хотелось бы, конечно. Тут тоже, смотрю, все запутано. Что-то есть, что-то дергает. Но опять же, вот такой же насаженный налим. Сослужил свою службу, был живцом около 2 недель. Ну и если выжил, то мы тебя, конечно же, отпускаем. Плыви с миром, друг мой. Ну, что теперь? Ты был тоже нужен в качестве живца. Ну, если крупного налима нет, то нет уже. Если, считай, грубо говоря, когда мы с 6 декабря почти месяц ловили, так крупного и не выловили. Старались, оставляли живцов. Нет, так нет. Может быть, что-нибудь да еще будет здесь. Нет, так там мы еще порыбачим по-любому. А эти палки оставим до весны. Не будем уже терять время на них. Весной они еще пригодятся, если никто их не порубит, как иногда бывает. Лень же в кусты идти за своими палками. Проще нарубить те, которые уже срублены на льду. Бывает и рубят там для удочек, для подставок, там еще для чего-нибудь, для колышков. Не вами поставлено. В принципе, нечего брать. А если оставить их просто кидать на снег, то они примерзнут, и ты весной их просто не найдешь. Если воткнуть до конца, это весной придется очень долго муторно выдалбливать все, весь основной лед. А так, немножко долбежки, и палка готова. Так, смотрим третью палочку. Небольшая натяжечка есть. Сейчас мы увидим, что здесь. О, вот этому налиму не повезло. Также был зацеплен за задницу. Но, видать, были повреждения в желудке, если он умер. Обычно налим, если не поврежденный, он не умирает. Так что пойдешь на корм белому. Как-то вот так, друзья, все это происходит. Вот, как бы, если бы я его сразу выпустил, он бы все равно там умер. Потому что вот от этого, что я цепляю между позвонком и плавником в мякоть, крупный крючок, от этого налиму хуже не становится. Он просто болтается, как вы видели на тех крючках. И все. Поболтался, сослужил службу живцом. Крупный налим рядом не прошел. Без надобности, он мне такой тоже не нужен, я его отпускаю. Ну вот, доказательство тому, что рыбы здесь нет, живой живец. Даже малька никто не проглотил за 2, получается, ну за неделю, грубо говоря. 24-го последний раз проверял. Малька я не отпускаю, малька я несу гостиниц коту. Это у нас не молодь рыбы, малек галян речной, он второй такой же. Это у нас такая рыба есть. Их миллиарды на реке и притоках. И это кормовая база для всей нашей хищной рыбы. Галян речной, то бишь по-нашему просто малек. Он, ну, вырастает, может, чуть больше вот такой. Его миллиарды, просто тучи. Их я отпускать, конечно, не буду. Они пойдут на корм, на угощение коту. Так, поехали дальше. 4-я палка. Ну, хоть один.
Ну, хоть один да прорастет. Так, опа-на. Вот этот трутата окунь. Вот такой вот окушок. Ну, его мы, конечно, возьмем. Че нет-то? И попал он на вот какой здоровый крючок, здоровенный, заглотил. Вот это аппетит у него был. Вот такой вот окушарик. Окушарика возьмем. Малька дохлого возьмем. Ну и второго тоже не оставим. Вот так вот. Даже окунь проплывал. И голодный получается. Не для всех глухозимье. Кто-то еще и голодный здесь бродит. Здесь нет-нет, добывают. Попадают хорошие окуня. Вполне приличных. Как-то мне весной грамм на 700 здесь окунь попадал. Но они не стайные, они одиночные. Видать, где-то, не знаю, с ям, не с ям, откуда-то проплывают. Ну, хорошо, спасибо и на этом. У нас еще... Так, раз, два, три, четыре. Смотрим пятую палку. Опа. Не понял, что-то есть, что ли? Или показалось? Типа что-то дернуло. Не, показалось. Живец, как мы видим, не выжил. Пойдет белому. Вот такой вот шпингалет. Оставлял на живца. Ну, как мы видим, крупного налима здесь нет. Пойдешь белому многостенце. И все, здесь больше никого. Малек вон живой, опять же видим. И второй вот живой малек. Никого здесь нет. Реально глухозимье. Если проплывал такой голодный окунь, как на четвертой палке, то он бы, конечно, хапнул. Но таких, походу, здесь единицы. Окунь стайная рыба. Ну, не знаю, где он сейчас тусуется. Здесь, как мы видим, единичные экземпляры и все. И у нас впереди осталось всего 2 палки. Шестая предпоследняя палка. Смотрим. Так, какая-то натяжечка есть. Ага. Живой насаженный налим. Мы его, конечно же, отпускаем. Плыви, друг. Вот еще что-то есть. Еще один налим. Сейчас распутаем сначала. Что-то он тут все запутал. Так, ладно, это долгая история. Разберемся. Так, смотрим, что с ним. Нормально. И этому тоже повезло. Этого тоже отпускаем. Вот так вот. Получается сколько? 5 штук мы уже их отпустили. И этот, и тот по-любому должны выжить. Второй уже доказал, что живучий, поболтался на крючке в качестве живца. Но этот вроде не глубоко заглотил. Тоже есть шанс выжить. Так, ну вот и 7-я крайняя палка. И посмотрим сейчас, будем сегодня мы есть жареного налима или не будем. Так, ну что, натяжечка есть. Живец. Так и болтался, никому не нужный. Так что тебе, друг, амнистия. Гуляй, дружочек. Смотрим дальше. Все, больше никого. 2 малька. Никто их не съел. Ну, в общем, глухозимье и в Африке глухозимье. Так, что мы имеем? Это мы потом соберем. Вот, друзья, мы имеем одного окуня и 2 маленьких налимчика, которые подохли, были живцами. Вот. И сколько мы отпустили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 или 7 мелких налимчиков. То есть, если бы я их собрал, то была бы, естественно, жареха на сковородочку, но этого делать не стал. Зачем? Пусть растут. Все-таки, наверное, этот ролик я выпущу в свет, как бы ответив на множество вопросов, почему я не беру, не отпускаю этих налимчиков,
что мне жрать нечего и то. Я, конечно, внимание обращаю на такие выходки, потому что диванных критиков у нас хватает. Я делаю так, я считаю так, как я считаю нужным. Вы все прекрасно видели. Налим в качестве живца, если у него не повреждены внутренние органы, пищевод, жабры там, живет очень и очень долго. Месяц, может быть 2. Пока он живец, он живет. Бывает он болтается, отверстие в спине расширяется, бывает уходит сам. Несколько раз прямо на глазах уходил. Если он не уходит, при подъеме палок, естественно, кто живой, я их отпускаю. Если есть, опять же, ерши или что-нибудь такое, я этого отпускаю, нацепляю ерша, потому что крупный живец, то бишь мелкий налим, это лучшая наживка для крупного трофейного налима. Но как мы видим, его на данном участке нет. Был бы он, давно уже зацепился. Все-таки я считаю, что налима крупного надо искать. И следующий сезон мы займемся, пожалуй, этим. Будем искать места более глубокие, возле ям. Ну, надо что-то искать, надо экспериментировать. На этом участке, как мы видим, если по первому льду еще что-то можно поймать, крупного налима, то в декабре, как мы закинули, уже все, уже глухозимье, и крупный налим уходит, и больше его нет. Вот. Весной мы на эти палки, если их не поломают, закинем весенние продольники на сига, на хариуса, на язя, на червей. Будем ловить другую рыбу. Но это где-то месяца через 2, когда будет уже теплее. Накопаем червей и закинем продольники. Так что встречаемся на этом месте весной. На верхнем месте Влад сам рыбу ловит, тоже говорит, ничего не клюет. Тоже пару проверок и говорит, буду поднимать. Ну а на нижнем участке мы встретимся скоро, не сегодня, потому что там работы хватает, на машине сейчас туда не доехать. Привезем урагана и будем ездить, проверять. Дома сидеть не будем, это точно. Ожидаются морозы большие. Ну ничего, посмотрим, что будет, то будет. Как-то вот такая вот проверочка. Едем домой с таким кошачьим уловом. Ну, ничего страшного, дело сделано. В следующий раз уже не надо будет сюда отвлекаться. Потеряли мы где-то около часа. Прямым ходом поедем туда. Поздравляю еще раз всех с Новым годом. Желаю всем, самое главное, здоровья, счастья. Ну а деньги, что деньги? Деньги будут. Если дома не сидеть, деньги, они дело наживное. И, конечно же, мирного неба над головой. У нас сейчас его многим и многим очень не хватает. Так что всем пока и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.